Узбекистан укрепит сотрудничество с АНИДА. Состоялись переговоры по дальнейшему расширению сотрудничества между Узбекистаном и специализированным учреждением ООН. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и гендиректор учреждения ООН по промышленному развитию ЮНИДО Ли Йонг провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили текущее состояние и перспективы развития между Узбекистаном и ЮНИДО. Об этом СНГ Today 26 апреля сообщили в пресс-службе ведомства. В начале, по видеоконференции, стороны рассмотрели реализацию 6 совместных проектов на сумму свыше $18 миллионов в текстильной промышленности для инновационного развития отрасли, а также по усовершенствованию швейной сферы. Имеет смысл сказать, что Узбекистан еще с 1993 года успешно осуществил более 15 проектов в рамках техпомощи и консультаций ЮНИДО. Продолжая дружественный диалог, министр выразил заинтересованность узбекской стороны в участии в программе ЮНИДО «Создание потенциала в сфере торговли». Это посодействует процессу вступления государства в ВТО. Напомним, на прошлой неделе вице-президент Турции Фуат Акай заявил, что турецкая сторона полностью поддерживает Узбекистан в рамках вступления в ВТО. Об этом он сказал по видеоконференции с Сардором Умурзаковым. Также, собеседники особое внимание уделили налаживанию партнерства в развитии агропромышленных кластеров и свободных экономических зон СЭС в Узбекистане по улучшению системы их управления. По этому поводу, ЮНИДО планирует направить оценочную группу в Узбекистан для изучения состояния СЭС и агрокластеров. Подведя итоги, стороны договорились о совместной разработке дорожной карты на 4 года, с целью практической реализации обсужденных инициатив и предложений. Отметим, что структура ООН по промышленному развитию, АНИДА, это учреждение, уполномоченное содействовать международному промышленному развитию. Добавим, что в начале апреля МИД Узбекистана сообщила о том, что государство планирует получить привилегии страны с развивающейся экономикой для вступления во Всемирную торговую организацию.